Доброе утро, Республика! Сегодня среда, середина недели и самое начало настоящего якутского лета. Хочется как можно больше гулять, дышать свежим воздухом, наслаждаться теплом и солнышком. И это прекрасно. А чтобы еще больше поднять себе настроение, непременно нужно провести начало дня с нами, с утром Якутии. Ведь сегодня у нас будут полезные советы, общение с интересными гостями, игра и целое море цветов. Что день грядущий нам готовит? Уверен, планы на этот день у всех уже есть, а вот нужно ли их корректировать в зависимости от погоды на улице, сейчас выясним. Прогноз погоды. В центральных районах республики сегодня плюс 20-29 градусов. В заречной группе плюс 21-31. В южных плюс 20-26. В Вилюйской группе плюс 3-6. В Нижнеленских 5-12 градусов выше нуля. В западных 0 плюс 22. В Колымо-Индигирской группе улусов плюс 1 плюс 25. В Янских плюс 3 плюс 10. На северо-западе республики плюс 2 8. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра была 17 градусов выше нуля. Атмосферное давление 743 миллиметров ртутного столба. Ветра нет, сегодня штиль. А вот днем кратковременный дождь, гроза, местами град, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, а при грозе порывы до 15-20 метров в секунду. Температура днем плюс 25, плюс 30. Действительно замечательная летняя погода. Нужно взять с собой зонт, взять теплую одежду на случай внезапного града. В остальном все будет прекрасно. Информация о событиях, которые происходят вне зависимости от погоды, это новости. Им тоже нужно уделять внимание, ведь из выпуска новостей можно оперативно узнать что-то важное, нужное и актуальное. Блок новостей в эфире. Приветствую, дорогие зрители, коллеги. Расскажу о самых заметных событиях этого утра. Более 900 целевых квот в вузах установлено правительством России для абитуриентов Якутии в 2026 году. В текущем году для подготовки специалистов в интересах предприятий и организаций Якутии утверждено 932 квоты целевого приема за счет федерального бюджета в высших учебных заведениях страны. Прием документов в вузы начнется 20 июня в этом году. Особое внимание уделяется механизму целевого обучения, который позволяет абитуриентам не только получить высшее образование за счет бюджета, но и заранее определить место будущего трудоустройства. Новая система позволит более эффективно обеспечивать экономику региона квалифицированными кадрами и поможет молодым людям выстраивать профессиональную траекторию еще на этапе поступления. В столице республики стартовал конкурс «Лучшие по профессии» в номинации «Агрономия». За пальму первенства поборются 5 специалистов из разных районов Якутии. Соревнования пройдут в 2 этапа. В первый день участники покажут теоретические знания. Второй день полностью посвящен практике. Он развернется в селе Актемцы Хангалавского улуса. Победитель регионального этапа получит право представлять республику на федеральном финале, который состоится в июле в Мордовии. Я решил принять участие в конкурсе, чтобы проверить свои профессиональные навыки. В прошлом году я участвовал в региональном и федеральном этапах. В федеральном этапе были мелкие недочеты, и в этом году, исправив данные недочеты, планирую участвовать во второй раз. В этом году конкуренция достойная. В Усть-Алданском улусе сельскохозяйственный кооператив «Мюрюага» приступил к улучшению почвы методом посева многолетних трав. Для этого была приобретена специальная сеялка, с помощью которой еще обработано первые 50 гектаров земли, уже обработано. Главная цель проекта – обеспечить стабильную заготовку сена даже в периоды засухи. Полноценный результат ожидается через 3-4 года, а период активного плодоношения таких посевов составит около 10 лет. На каждый гектар было использовано по 15 килограмм семян. Это будет продолжаться 10 лет. И мы планируем еще 250 гектаров на землях Баягантайского второго сотинского наследия. И дальше будем еще в следующем году планируем в нескольких наследиях, которые будут нуждаться в кормах.
На территории ресурсного резервата Колу-Мача-Панда завершилось строительство новых объектов Международной обсерватории «Полет Стерха». Они расположены на правом берегу реки Алдан. Старт проекта был дан на Восточном экономическом форуме в 2024 году. Проект «Полет Стерха» – это уникальная научная инициатива по сохранению восточной популяции стерха и созданию Международной орнитологической обсерватории под открытым небом, которая успешно развивается. В рамках второго этапа построены станции кольцевания птиц, современная смотровая площадка для наблюдения за миграцией и необходимые хозяйственные постройки. Самые юные жители Якутии переосмыслили хорошо знакомые им сказки. В Национальной библиотеке республики прошли пушкинские чтения, посвященные 277-летию великого писателя. Так воспитанники летних лагерей разных возрастов ознакомились со сказкой о рыбаке и рыбке, а затем провели совместные обсуждения прочитанного. Заглавной темой дискуссии стала мудрость Пушкина в сказках, любовь и даже понятие абсолютного эгоизма. При этом такие серьезные вопросы были подняты в игровой форме, понятные для каждого ребенка. Как отметили организаторы мероприятия, их главная задача – популяризация чтения среди подрастающего поколения. Цель в том, чтобы дети читали. Да, это получается, с одной стороны, просветительское, образовательное, да, и мы продвигаем чтение, потому что сейчас дети мало читают, да, и самое главное, они не только мало читают, но также и мало обсуждают. Да, когда вот мы читаем, потом мы обсуждаем. Еще один важный утренний ритуал, с которым нас знакомят с детства, но который некоторые взрослые почему-то пропускают или вовсе игнорируют. Чтобы подарить телу легкость и гибкость, а себе хорошее настроение и заряд бодрости, нужно всего лишь ежедневно делать утреннюю зарядку. Впрочем, немного йоги для разминки с утра тоже очень даже полезно. Доброе утро, меня зовут Виктория Чиннова, и я сертифицированный тренер по йоге. Сейчас мы с вами сделаем разминку, которая у нас будет действовать на пресс и на наши ноги. И первое упражнение: мы подходим к краю коврика, правой ножкой мы отшагиваем назад, регулируем угол 90 градусов, поднимаем ручки вверх, вдох, с выдохом опускаемся вниз к левой ноге, задняя ножка становится сильной. Ручки соединяем сзади в замочек, оттягиваем назад, вдох, подтягиваемся вперед, с выдохом опускаемся к левому колену. Оттягиваем ручки назад, поднимаемся вверх, вдох, с выдохом поза воина второго. Левое колено в угол 90 градусов, правая ножка заворачивается вовнутрь параллельно коврику. Поднимаем ручки вверх, вдох. И с выдохом, как будто держим большой-большой купол. Наклоняемся к левой ноге, вдох. С выдохом поднимаемся вперед. То же самое делаем на другую ножку. Подходим к краю коврика. Левой ножкой отшагиваем назад. Правая ножка в угол 90 градусов встает. Поднимаем ручки вверх, вдох. Вытягиваемся. Вытягиваем позвоночник вверх. Ручки подтягиваем вперед. Задняя ножка становится сильной. Затем ручки в замочек назад. Оттягиваем замочек, вдох. С выдохом опускаемся к правому колену, голову опускаем вниз. За замочком вытягиваем ручки вверх, вдох. С выдохом снова поднимаемся назад. Из этого положения поза воина 2. Левая ножка задняя параллельно коврику, правая под углом 90 градусов. Поднимаем ручки вверх, таз вытягиваем вперед. Держим как будто бы большой купол, с выдохом. Наклон к правой ноге, вдох. Выдох. И заканчивая упражнение, возвращаем ножки к центру. Следующая позиция – балансовая поза дерева. Встаем мы ровно в тадасану, включаем икры, бедра, подкручиваем таз. Поднимаем правую ножку вверх к левому бедру. Правой ножкой
толкаем в левое бедро и наоборот создаем сопротивление. Левой ножкой стоим хорошо, фиксируясь. Поднимаем ручки вверх, также вдох. Таз немножечко вперед. С выдохом опускаем ручки в намасте перед собой. И начинаем поднимать правую ножку над землей. И вытягивать правую ножку назад. Пяточкой толкаем невидимую стену, а ручками тянемся вперед. Вдох. С выдохом возвращаемся на место. Поменяем ножку. То же самое с левой ногой. Левая нога к правому бедру. Поднимаем ручки вверх. Вдох. Вытягиваем позвоночник. Выдох. Отпускаем левую ножку. Ручки вытягиваются вперед. Левая ножка тянется назад. Пяткой толкает невидимую стену. Голова вытягивается за макушку вперед. И возвращаемся на место. И завершаем мы нашу зарядку скруткой лежа на полу. Ложимся на пол. Ложимся мы так, чтобы у нас ножки шли в угол 90 градусов, пяточка прижата к пяточке, пальчики ног к пальчикам ног. Левая ручка вытягивается по полу. Правой ручкой ложим сначала на левую ручку, и затем правой ручкой, разворачиваясь ручкой, поворачиваемся в правую сторону и поворачиваем голову в правую сторону дальше и притягиваемся правым плечом к полу. Коленки соединены, пальчики ног, пяточки соединены. Также поднимаем ручку вверх, возвращаемся в исходное положение. То же самое мы делаем и на другую сторону. Обе ножки прижаты друг к другу, пяточки ног и коленки. Ложимся на правый бок, правая ручка, левая ручка. Угол 90 градусов соблюдаем. Левая ручка теперь по полу вытягивается у нас в левую сторону, и головой мы, вытягиваясь, смотрим в левую сторону, прижимая левое плечо к полу. Правая ручка отталкивается у нас от пола назад. Вдох и выдох. Возвращаемся также в исходное положение. Отлично. На этом наше занятие сегодня подходит к концу. Увидимся в следующей программе. Лето – это время открытых окон, свежего воздуха и каникул, когда дети чаще всего остаются дома или проводят больше времени без постоянного внимания взрослых. Именно в этот период особенно важно помнить о простых правилах, которые помогают избежать опасных ситуаций. О том, как сделать дом безопаснее и защитить детей, поговорим с руководителем пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Саха-Якутия Ксенией Рахматуллиной. Доброе утро. Доброе утро. Какие же ошибки чаще всего совершают взрослые, что приводит к опасным ситуациям? Наверное, самая первая и главная ошибка – это, конечно, недооценить своего ребенка. Дети очень любознательны, быстрые, вы можете даже отвернуться, и ребенок в этот же момент куда-нибудь проскочит. Соответственно, мы никогда не оставляем ребенка без внимания. Это первый момент. Второй момент. От подоконников, от балконов, да, вообще от любых окон нужно брать предметы интерьера. То есть это столы, это объемные спинки какие-то, да, на мебели, складирование коробок. Сейчас, тем более, не все еще расхламили свои балконы, только занимаются этим. Вы подумаете, что вот я сейчас поставлю, вот, и потом где-то в попыхах забыли, а ребенок вскарабкается по ним очень быстро. Для ребенка это призыв подняться. Да, да, потому что ребенок, он познает мир, ему все интересно, и как практически инстинкт, наверное, у ребенка это вот преодоление какого-то препятствия, интерес, то есть забраться, испытать свои силы, то есть это в порядке детской психологии. Третий момент, конечно же, это у нас москитные сетки. Это не преграда, они предназначены для насекомых, но никак не чтобы отгородить вашего ребенка. Вы даже сами можете чуть-чуть надавить Да, рукой, она и сразу же прогибается. Не говоря уже про вес ребенка, если 20 килограмм туда надавит, то, конечно же. Да, естественно. И четвертый момент – это у нас открывающиеся замки, то есть ручки, да, их расположение.
А в каком возрасте чаще всего дети оказываются в таких ситуациях? Вот вилка возрастов, на какой стоит особо обратить внимание? Но особо активный период, наверное, познания это у ребенка с года до 6. Такой опасный момент, когда уже ребенок передвигается самостоятельно, то есть он ползает, бегает, уже ему все интересно. И пик самый вот из этой возрастной категории это с 2 до 4 лет. То есть это вот прям активный процесс познания. То есть когда ребенку все интересно, и он не чувствует опасности, если ему не говорить, что нельзя, опасность не объяснить ребенку. То есть у него как такового страха нет перед опасностью. То есть он не понимает высоту, он не понимает дальнейшие действия, то есть что может произойти. То есть для него это все как вот познание и игровая форма в этом мире. Хорошо, а когда ребенок уже что-то более-менее понимает, вот как можно, на что обратить внимание, что важно объяснить именно ребенку, чтобы избежать такой ситуации? В первую очередь это связано не только с окнами, это в принципе любой Да, родитель конечно. должен объяснить своему ребенку, что такое нельзя и что такое опасность. Делать это можно с помощью сказок. Сейчас масса мультипликационных различных роликов, где, ну, в том числе и от нашего министерства, и других ведомств, да, кто занимается детской безопасностью. То есть это все можно просматривать в игровой форме, вот, объяснять на примере игрушек, например, да. Ни в коем случае, конечно, не использовать там какие-то агрессивные методы в Ну да. отношении ребенка. Это не работает, вы можете его запугать только. Или же вырастить другой инстинкт, что нельзя, раз ругают, я пойду посмотрю, Да, за что ж запретный там. плод, как Да, говорится, и за что ребенок. там ругают. А если в семье появились маленькие дети, родители ведь еще не готовы к таким ситуациям, вот что можно, на что нужно обратить внимание именно родителям, что когда появляются маленькие дети, такой ликбез для родителей базовый какой-то? Самое простое, вот один из недавних случаев у нас в Хангаласском районе, молодая мама просто заснула. Ого. Да. И дверца балкона была слабенькая, ну, то есть вот сама защелка, да. И ребенок, прыгая, смог ее опустить и зайти на балкон. А сколько лет ребенку было? Ребенку 3 года. То есть в 3 года уже ребенок самостоятельно в Да. принципе может открыть дверь? Да. Здесь важно, во-первых, тщательно проверять фурнитуру на защелках балкона, окна, держать окна на зимнем режиме, то есть режиме проветривания, да, наверх. Потому что в таком случае, особенно, чтобы, естественно, блокираторы, замки, сейчас на стеклопакетах практически у всех они установлены. Есть специальный замок, то есть блокируют, да, чтобы ребенок не смог самостоятельно дернуть ручку. Ну и при этом ключ надо тоже в какое-то, видимо, недоступное место. Да, конечно. Потому что для ребенка это дополнительный квест — найти ключ, открыть замок. Ну, Да. так получается. Да, конечно. И здесь есть еще один такой момент, что ребенку начинать потихонечку объяснять, что смотреть можно с мамой, с папой, да, что это не совсем прям нельзя. Можно, но в сопровождении. То есть, если ты хочешь посмотреть в окошко, ты идешь на ручки, да, мама тебя, папа Стали рядышком, держит, да, обнялись. ставят рядышком, обнялись, да, что одному нельзя ребенку. То есть в сопровождении взрослого, да, можно. Да, это действительно важный момент. Многие пренебрегают совместным присутствием у окна, а ребенок сам посмотрит. Ну, ребенку вообще в принципе, то есть где-то вот до 7 лет следует находиться с родителями. Согласен, это как раз-таки да. вот та привязка, которая должна быть. Это верно. И ситуация такая. Вдруг вы заметили ребенка у окна. Находится человек на улице, увидел, что ребенок стоит у открытого окна. Что вот делать в этой ситуации? Может быть, в соседней квартире, может быть, снизу прохожий. Есть какие-то рекомендации? Ну, в первую очередь надо позвонить по единому номеру экстренных служб 112, сообщить об этом, то, что ребенок, как я вот рассказывала, один из недавних случаев, да, там ребенок вылез на подставке для кашпо уже за балкон. Ого. Да. Все благополучно, конечно, завершилось, то есть молодая мама проснулась, но тем не менее это опасно. То есть здесь нужно в первую очередь сразу позвонить, чтобы прибыли экстренные службы. Постараться, если есть возможность, то есть в зависимости, где вы находитесь, да, разговаривать. Если вы снизу, то не стоит. То есть здесь уже нужно найти консьержа, соседей остановить, постучаться в квартиры, позвонить. Потому что если вы будете кричать ребенку снизу, вы наоборот привлечете его внимание.
Вот. Соответственно, если вы соседи, вот, нужно стараться разговаривать с ребенком спокойным тоном, чтобы Хорошо. он не напугался. Ясно, хорошо. Спасибо большое. Придерживайтесь, пожалуйста, этих рекомендаций, и дети будут в безопасности. Будьте внимательны. Каждый день без исключения таит в себе знаковые события и интересные факты. Что же произошло в разные годы 17 июня? Какие известные люди родились в этот день и у кого сегодня именины, узнаем прямо сейчас. На календаре 17 июня. Сегодня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. По народному календарю Митрофан Навозник. На Митрофана землю обязательно нужно было подкормить. Люди говорили: без навоза батюшки не жди хлеба от земли матушки. Добрая земля навоз примет один раз, а помнить будет 9 лет. Этот день в истории. В 1880 году в Москве состоялся первый Пушкинский праздник. В 1970 году Эдвин Лэнд запатентовал камеру Polaroid. В 1937 году в Кембридже американский ученый-оптик Эдвин Лэнд основал компанию Polaroid Corporation, которая стала производить оптическую технику. В 1982 году в этот день поднялся в воздух опытный образец боевого вертолета К-50 «Черная акула». В этот день родились Цезарь Кассини, французский астроном, геодезист; Игорь Стравинский, русский композитор, дирижер, пианист; Виктор Некрасов, русский писатель; Тигран Петросян, советский шахматист, международный гроссмейстер, 9-й чемпион мира по шахматам; Леонид Спирин, советский легкоатлет, олимпийский чемпион; Александра Захарова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. Именины сегодня отмечают Иван, Мария, Марфа, Митрофан, Назар, Петр, Ростислав и Софья. Как и события, исторические вехи бывают разные. Веселые, грустные, захватывающие или заставляющие задуматься. История – это то, что останется с нами навсегда. Особенно, если хотя бы время от времени делиться этим друг с другом. История в кадрах. Здравствуйте, меня зовут Ирина Григорьева, я ведущий методист Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия. В этом году исполняется 110 лет видному музыкальному деятелю, стоявшему у истоков создания якутской музыкальной культуры, неутомимому просветителю классического, музыкального и театрального искусства, пропагандисту национальной культуры Галине Михайловне Кривошапко. Галина Кривошапко родилась 17 июня 1916 года в Омске. Рано лишившись родителей, находясь под опекой бабушки, поступила в Омский музыкальный техникум на фортепианное отделение. Музыкой начала заниматься с 10 лет. В феврале 1941 года Галина Михайловна переезжает в Якутию. Здесь, на новом месте, она работает пианисткой, музыкальным редактором якутского радио. Занимается с местными и приезжими певцами, работает с хором, исполняет партии арфы в оркестре. В 1959 году окончила Московскую консерваторию по специальности оперно-симфоническое дирижирование. Галина Михайловна создала в Якутском пединституте один из первых в стране университетов музыкальной культуры. Ее выступления с симфоническими оркестрами Москвы, Ленинграда, Большого театра записаны в золотой фонд Всесоюзного радио. Галина Кривошапко руководила постановками первых якутских опер «Нюргун-Батур», балета «Полевой цветок» Жиркова-Летинского, первой якутской оперетты «Цветок севера» Григоряна, оперы «Луакот» и «Ниргусон». Дирижировала первыми постановками опер на якутском языке Евгения Онегин-Чайковского, балетами «Лебединое озеро» Чурумчуко-Батуева. Галина Михайловна была инициатором, организатором и художественным руководителем уникальной грамзаписи якутского народного эпоса «Нюргун-Батур стремительный» в исполнении народного артиста СССР Гаврила Колесова. В течение 32 лет Галина Кривошапко являлась главным дирижером симфонического оркестра якутского телевидения и радио и всегда поддерживала молодых якутских композиторов. Она выявляла и бережно растила якутских певцов, следила за их ростом, певческой деятельностью. За выдающийся вклад в развитие и пропаганду классического музыкального искусства, духовное и эстетическое воспитание молодежи, многолетнюю творческую деятельность Галина Кривошапко была отмечена высокой наградой Якутии – орденом «Полярная звезда». Галина Кривошапко была человеком высочайшей культуры, эрудиции,
организаторской воли. В книге «Пространство памяти моей души» профессора Якутского госуниверситета Марты Михайловой есть замечательные строки о Галине Кривошапко. Она красива и горда. Это удивительно строгая женщина с такими потрясающими, крылатыми, летящими глазами. Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю вместе с нами. Это интересно. Долгожданные летние каникулы в самом разгаре. Детей сложно удержать дома. Да и надо ли? Ведь сейчас начало сезона летних детских лагерей, дач, организованных групповых выездов на природу. Лето – тот самый период, когда школьники наконец-то могут не думать об уроках и домашних заданиях, но думать приходится их родителям. И вот о чем. Как же правильно собрать ребенка в летний лагерь? Как сформировать аптечку первой медицинской помощи? Когда начинать готовиться? Какие советы дать ребенку и к каким ситуациям быть готовым во время пребывания без родителей? Важная информация от доктора. Доброе утро! Как подготовить ребенка к лагерю или даче на все лето? За сколько же времени следует начинать подготовку ребенка к детскому лагерю или даче? Желательно за 2-3 недели. За это время нужно пройти общий осмотр педиатра, проверить наличие прививок, посетить стоматолога. Все необходимые прививки должны быть сделаны обязательно. Это прививки по национальному календарю, по определенному графику. От кори, краснухи, паротита, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гепатита Б, туберкулеза. Дополнительно, если ребенок едет в эндемичную по клещевому энцефалиту зону, необходима вакцинация от этого вируса. С собой ребенку надо положить в медицинскую аптечку жаропонижающие препараты, ибупрофен, парацетамол в сиропе или в свечах, в таблетках, сорбенты, смекта, энтеросгель, активированный уголь, антигистаминные, то есть противоаллергические препараты, если ребенок аллергик, зодок, фенистил в каплях, супрастин. Средства от укусов насекомых – это репелленты в виде спрея и крема, а также успокаивающие гели после укусов. Обязательно перекись водорода 3%, зеленку, бинт, пластыри, вата и можно и жгут. Глазные ушные капли, капли в нос по назначению врача, пантенол или другие средства от ожогов, лекарства, которые ребенок принимает постоянно с запасом на весь срок. Обязательно необходимо с ним обсудить правила безопасности. Не уходить с территории лагеря или дачи одному. Не брать угощения от незнакомцев. Не купаться без взрослых. При укусе насекомого, при травме или плохом самочувствии сразу надо сообщить вожатому или взрослому. Если ребенок едет в лагерь впервые, стоит потренироваться, оставаться на ночь у бабушки или в гостях. На летнем отдыхе нужно придерживаться следующего режима. Сон не менее 8-9 часов, а для младших школьников и больше. Обязательный обеденный отдых, тихий час для детей до 10 лет. Купание только в разрешенных местах, не натощак и не сразу после еды. Нужно делать перерыв минимум час после еды, чтобы пойти на купалку. Соблюдать питьевой режим, предлагать ребенку воду каждые 20-30 минут не менее 1,5-2 литров в день, в жару до 3 литров. Будьте здоровы! Всем еще раз доброе утро. Я к вам с отличными новостями. Вчера нашим гостем была главный режиссер Государственного театра оперы и балета Республики Татьяна Савинова. С ней мы поговорили о завершении сезона и новой опере «Лакут и Нюргохун». А сейчас мы хотим подарить вам возможность прекрасно провести вечер в театре. Спектакль состоится 20 июня в 17 часов. Премьера посвящена юбилею дирижера-постановщика, заслуженного деятеля искусств Республики Саха-Якутия, лауреата премии главы Якутии «Человек труда» 2026 года Алексея Унарова. Условия участия просты. Нужно быть подписанным на телеграм-канал и группу в Максе, а также ответить на вопрос. Назовите авторов либретто оперы «Лакут и Нюргохун». Оставляйте свои комментарии под постами в наших соцсетях и ждите результаты уже сегодня вечером. А сейчас расскажем вам о пользе обычного растения с необычным и даже с пугающим названием. Наверняка каждый из вас встречал эту траву в поле, лесу или даже на даче.
Как же приготовить ее для лечения народными методами и как использовать, смотрите в рубрике «Сад-огород». Перед нами трава, кровохлебка аптечная. Многие знают. Вот это вот само название говорит. Кровохлебка. Значит, она обладает кровоостанавливающими свойствами. Кроме того, она противовоспалительная. При многих простудных заболеваниях ЖКТ, обволакивающие вещества есть, которые способствуют заживлению внутренних ран. Вот она находится в периоде массового цветения. То есть все бутончики зацвели, и ее можно собирать. Ну, мы ряд стеблей срежем. Прям практически под корень? Где-то на половине стебля. Верхняя часть более насыщена этими целебными веществами и более мягкая. Она быстро высохнет. Значит, вот это в период созревания мы только срезаем, да? Растения, цветковые растения, надземную их часть собирают именно в период цветения. Наряду с этим осенью и весной собирают их подземную часть. Подземная часть – это корни и корневища растений. Кровохлебка аптечная. Ну, достаточно худосочное растение, оно быстро высохнет, поэтому лучше применим такой дедовский метод, да? Бечевку взяли. Бечевку взяли, обвязали снопик, делаем снопик, его можно сделать помощнее. И отправляем? И отправляем вот эту бечевку в тенистое, хорошо проветриваемое помещение. Главное, чтобы не под прямыми солнечными лучами. И проветривалось. Его подвешиваем на гвоздик. Сколько и оно должно так висеть? Оно все, подходишь, трогаешь, уже мануально, можно сказать, путем пальпации узнаешь, что оно высохло. Хорошо. Зимой достаем этот снопик, вот он у нас висел, там где-то лежит. Дальше-то как мы его употребляем? Достаем этот сухой снопик. Уже высохший. И сколько надо, допустим, столовая ложка, это классическое соотношение, да? 1 столовая ложка травы на 300 миллилитров или граммов воды. Это касаемо большинства трав, да? Большинства трав. Практически всех трав можно так. И все это заливаем кипятком, не крутым кипятком, а где-то 85 градусов. Крутой считается, ну, установлено, можно сказать, что крутой кипяток разрушает до 20% полезных веществ, витаминов. Заливать в термосе на ночь 12 часов достаточно. Потом пьем уже сколько требуется. В частности, кровохлебка пьется 3-4 столовые ложки. Вот такого вот. То есть не стаканами? Оно не отвар называется, а точнее вот в последнее время фитотерапия на пар. Это растение от болезней ЖКТ, желудочно-кишечного тракта, и ранозаживляющее, кровоостанавливающее. На прошлой неделе в Санкт-Петербурге прошло важное ботаническое событие – фестиваль цветов. Это не просто выставка растений, это настоящее скопление арт-объектов, грандиозных творений, созданных мастерами-флористами. Все это благоухающее цветочное великолепие было объединено одной общей темой – годом единения народов России. Гости мероприятия рассматривают масштабные инсталляции, фотографируют арт-объекты и знакомятся с работами мастеров флористики. Поскольку год был объявлен годом единения народов России, мы пришли к концепции подать наше искусство флористов через призму жилищ народов, которые объединены
под названием «Россия». Для создания экспозиции было использовано около 20 тысяч растений, доставленных из различных регионов страны и из-за рубежа. У нас есть цветы из Удмуртии, отечественные. То есть это уже знак качества, потому что это уже очень высокий ценз. Это, конечно, и российские наши розы, и Эквадор, и Колумбия. И, конечно, нам очень хорошо помог, и мы уже постоянно с ним работаем. Наш поставщик – это Китай. Фестиваль проходил с 12 по 14 июня. Программа включала в себя выставку тематических арт-объектов и конкурс флористов в нескольких номинациях. Работу участников оценивали как профессиональное международное жюри, так и посетители мероприятия. Продолжаем цветочную тему. Ведь только летом можно насладиться ароматом и видом множества прекрасных ярких лесных и садовых цветов. На один из них обладает поистине уникальным расслабляющим эффектом. Экстракт этого растения добавляют в натуральные эфирные масла, кремы, активно используют в пищевой и косметической промышленности. Конечно, это знакомая всем лаванда. Туристы и местные жители любуются живописными растениями и фотографируются рядом с ними. Создательница ландшафта Нина Саникидзе рассказала, что благоустройство территории началось в 2020 году. Я привезла из Европы одну из разновидностей лаванды, которая больше всего соответствует нашему климату. Мы сделали первую пробную полосу этих ростков, которые прирослись, пережили зиму, подошли к этому климату. Далее мы сами их размножили, и так мы понемногу добавляем по полосе к нашему полю. Саникидзе добавила, что цветок имеет невероятный аромат, который успокаивающе действует на нервную систему. Когда я была во Франции, меня научили такой ароматерапии. Легко касаешься руками этих кустов, дышишь этим ароматом. Поскольку я упоминала, что лаванда оказывает успокаивающее действие и очень хорошо действует на нервную систему. Так легко надо пошевелить и далее надо дышать. У нее невероятный аромат. В свою очередь, туристка из России отметила, что была очень рада выбраться из города и отдохнуть на природе. Впечатление потрясающее. Тут очень тепло, очень красиво. Я очень рада выбраться из города, всего полчаса езды. А ощущение, как будто бы ты в какой-то прекрасной европейской деревне. Лаванда вокруг. Замечательный воздух. Очень милое окружение. Очень теплые эмоции. И чувствую себя замечательно. Цветение лаванды длится с июня до конца августа. Экстракт растения используется для производства натуральных эфирных масел, ароматических продуктов, фармацевтики и добавок в пищевой промышленности. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях этого утра. В текущем году масштабные капитальные ремонты будут проведены в 5 медицинских учреждениях Якутии. На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено более 180 миллионов рублей. Программа обновления в этом году коснется детской поликлиники в поселке Тикси, поликлиники в городе Алдан, хирургического отделения Тампонской центральной районной больницы, терапевтического отделения Амгинской центральной районной больницы и родильного отделения в городе Мирный. До конца 2028 года в Якутии откроется еще 3 региональных эндокринологических центров. Отделения откроются в Мирнинской и Нерюнгринской центральных больницах, а также в Республиканской больнице номер 2. Сегодня единственное якорное учреждение находится в Якутской республиканской клинической больнице. Первый региональный эндокринологический центр имеет собственный кабинет диабетического ретинопатии с лазерной операционной, а также кабинет диабетической стопы. Функционирует школа для пациентов с сахарным диабетом. В центре открыт круглосуточный стационар на 40 койко-мест. В рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» наш кабинет офтальмолога, кабинет диабетической ретинопатии был очень хорошо оснащен. Мы получили очень такое передовое медицинское оборудование. Это оптический когерентный томограф, который позволяет врачу-офтальмологу на очень
таких вот тонких срезах увидеть осложнения, которые возникают у пациентов с сахарным диабетом, именно на глазном дне, на сосудах сетчатки. Также был закуплен аппарат для лазерной фотокоагуляции сосудов сетчатки. В дни празднования Эсеха Туймады 26 года, который пройдет 27-28 июня в местности Усть-Хатын, вводятся строгие меры безопасности. Как сообщили в администрации Якутска, на территории проведения мероприятий запрещена видеосъемка с использованием дронов без специального разрешения, а также использование газовых баллонов и баллонов со сжатым воздухом. Кроме того, предпринимателям напомнили о полном запрете на продажу алкогольной продукции и пива. Данные ограничения направлены на обеспечение общественного порядка и безопасности гостей праздника. В Кызылсыре Вилюйского района впервые за существование поселка состоялся масштабный национальный праздник Эсех в Кызылсыре «Единство, культура, наследие». Мероприятие прошло в честь 65-летия поселка, который начинался как база нефтегазоразведчиков и стал центром газодобычи. Театрализованная постановка «Кызылсыр от легенд» до современности символизировала основание и развитие поселка, когда первопроходцы поселились на высоком берегу Вилюя. Мероприятие привлекло внимание не только местных жителей, но и многочисленных гостей, что свидетельствует о его значимости и высоком уровне организации. Такой очень дружный поселок был. Были концерты, были разные праздники, спортивные мероприятия, субботники. Поэтому жилось нам тогда хорошо. Поэтому всех поздравляю с юбилеем нашего дорогого поселка Кызылсыр. Считаю, что это самый замечательный поселок. И вообще Якутия – это моя родина. Хотя я сейчас живу в Москве, но сюда приезжаю вот с удовольствием. И с тоской, и с ностальгией всегда вспоминаю о родном поселке, о родной Якутии. Всем привет и всем здоровья! Подготовка к проведению в 2027 году в Нюрбинском районе спортивных игр народов республики идет полным ходом. В местности Саата был организован обряд благословения флага предстоящих игр. Традиционный якутский обряд Алгыз провела алгызчит народный целитель Алиса Михайловна. Есть поверье, что гора обладает необычной силой, которая очищает, исцеляет и придает силу. В мероприятии также присутствовал официальный символ главного спортивного события «Сокол». По словам организаторов, этот образ отражает дух игр, спорт и культуру Нюрбы. Игры народов Якутии состоятся в 2027 году с 7 по 11 июля. Идея акции заключается в том, что флаг игр, стартовав с местности Саата, должен побывать во всех точках мира. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших выпусках. Как вернуть блеск и сияние любимым серебряным украшениям в домашних условиях? Существует множество различных способов, но всегда хочется найти и использовать тот, который не требует специальных средств, длительной подготовки и сложного процесса. Оказывается, такой способ есть, и он действительно прост и быстр, а самое главное, доступен каждому. Смотрим и запоминаем. Сегодня мы расскажем вам, как очистить серебро, серебряное и позолоченное серебро в домашних условиях. Нам понадобятся очень простые вещи, которые есть в каждом доме. Для серебра, обычного серебра, мы берем зубную пасту. А для позолоченного серебра мы берем пищевую соду и воду. Вода не должна быть горячей или сильно холодной. Так, давайте для начала начнем с позолоченного серебра, так как его надо подержать 3-5 минут. Так, для этого мы соединяем соду и делаем кашицу. Добавляем водички чуть-чуть, делаем кашицу и, конечно, в интернете есть очень много способов, да, но там в основном такие какие-то немножко сложные, долго, да, а вот эти средства очень простые и легкие в применении. Так, давайте, нам еще понадобится мягкая тряпочка. Для позолоты нельзя использовать какие-то твердые абразивные средства, поэтому сода очень хорошо помогает. Ага, мы хорошо его обрабатываем.
Он безвреден для рук, потому что можно без перчаток, ну, кому как удобно, можно без перчаток, потому что он безвреден. Это не какие-то химические средства, да? И вот так мы его оставляем чуть-чуть, буквально на минутки-две, и приступаем к серебру, потому что серебро не так долго нужно держать. Также берем мягкую тряпочку, и зубная паста. Лучше брать пасту обычную, да, не гелевую, не с какими-то такими примесями, а просто обычную зубную пасту. Смазываем хорошенько наше серебро. Да, серебро и... Ой. Так. И чуть-чуть буквально тоже на минуточку оставляем. Далее нам, возможно, понадобится еще тряпочка для полировки. И если, например, нету, то можно просто ополоснуть в воде и вытереть, да, насухо тряпкой. Так, ну давайте мы уже ополоснем. Да, вот у нас водичка осталась. Буквально сюда мы ополоснем наше позолоту. Позолота очень такой тонкий материал, поэтому можно его испортить очень легко. Поэтому, а для этого оно-то частенько чернеет, да? А сода как раз-таки очень хорошо очищает, не портит тонкую позолоту, да? Вот, можете посмотреть, как она заблестела. Вот, буквально никакой желтизны. Она позолота, когда темнеет, она становится как будто медной, да? А тут она становится, видите, какой? Вот такая она сверкает. Всего-то, да, подержали чуть-чуть в соде. И она вот такая вот. Так, давайте серебро посмотрим. Тоже в воде мы ополоснем чуть-чуть. Ну, конечно, дома, да, можно под струей воды. Конечно, будет быстрее и эффективнее. Но так тоже неплохо. Так, наше серебро. Серебро, конечно, очень хорошее ювелирное изделие, но оно часто чернеет и тоже такой... В интернете очень такие много сложных каких-то рецептов, да, по очистке, а тут зубной пастой простой буквально, вот посмотрите, пожалуйста, оно тоже у нас стало очень таким легким, светлым, звенящим, да, красивым. Так что вот эти два способа, да, для серебра и позолоты очень легко и просто в домашних условиях могут почистить ваши украшения, чтобы радовать вас и дарить счастье. Семейный бизнес – это возможность не только получать доход, но и заниматься общим делом, объединяя знания, опыт и поддержку близких. Сегодня все больше семей решаются открыть собственное дело, а помочь сделать первые шаги могут специальные образовательные программы. О том, как они работают, кому подходят и какие возможности открывают для будущих предпринимателей, поговорим с начальником отдела образовательной поддержки Центра «Мой бизнес» Анной Филипповой, а также с победителем образовательного проекта «Малый бизнес для большой семьи» 2025 года Надеждой Тимофеевой, которая вместе с семьей развивает производство детского текстиля с якутскими мотивами. Доброе утро, рад вас видеть сегодня. Доброе утро. И сразу вопрос Анне Ильиничне. Что же такое программа «Малый бизнес для большой семьи» и для кого она создана? Образовательная программа «Малый бизнес для большой семьи» реализуется Центром «Мой бизнес» ежегодно. Это наша традиционная образовательная программа для многодетных семей. В ней могут принимать участие члены многодетных семей даже парами. То есть это может быть и муж-жена, это может быть и мама-подросток с сыном, с дочерью, либо дети, сами подростки с 14 лет. То есть это вот означает не только, что вот именно должно быть семейное дело, которое хотят открыть многодетная семья, но это может быть реализация бизнес-проекта одного из членов семьи. Да, семьи, который вот желает стать предпринимателем.
И, соответственно, мы понимаем, что в сегодняшних условиях, когда рынок очень быстро развивается, Да. экономических факторов очень много, получение бизнес-знаний очень важно для того, чтобы комфортно, успешно стартовать в бизнес. Конечно. И вот центр «Мой бизнес» оказывает именно вот такую поддержку, именно в получении бизнес-компетенций в старте в предпринимательстве, в открытии собственного дела. В течение 5 дней наши участники будут полностью погружаться в бизнес-образование. Это разрабатывать свой бизнес-проект, может быть, подкорректировать его, изменить как под свою первоначальную бизнес-идею, встретиться с успешными предпринимателями, услышать их, узнать маркетинговые инструменты, узнать меры поддержки со стороны государства, посетить успешных предпринимателей, посмотреть, как они организовывают бизнес-процессы у себя на месте. И все это в течение 5 дней. То есть это вот, знаете, такая комплексная... Столько всего Да, насыщенного. очень, когда вот человек погружается в эту атмосферу, и, соответственно, вот такой метод подхода, он как бы синергетически помогает участнику поменять свое собственное мышление и напитаться вот этими компетенциями. Я думаю, что вот как раз лето сейчас, подходящее время, и наша образовательная программа будет проходить на ту неделю, когда вся наша страна будет праздновать День семьи 8 июля, а наша программа будет проходить с 6 по 10 То есть число. как раз знаковая такая. Конечно, да, это тоже, знаковые думаю, даты. очень важно. Здорово, прекрасно. Надежда Александровна, а с чего началась история вашего семейного дела? Ну, нашего семейного дела началась во время ожидания 3-го ребенка. Так. И как раз в это время я хотела создать набор для постельного белья для своего малыша с якутскими мотивами. Как оказалось, у нас здесь в Якутске таких выборов тканей и так далее не было. Ну и решила как бы сама тоже это дело продвигать. И появилась идея, сам проект, и начала реализовывать. А почему все-таки решили принять участие именно в проекте «Малый бизнес для большой семьи»? Ну, во-первых, чтобы узнать, какими бизнес-инструментами нужно обладать, чтобы это все продвигать, свой проект. Да? И потом, конечно же, хотелось проявляться, ну и грант выиграть, соответственно. Хорошая цель, отличная мотивация. Анна Ильинична, скажите, а как вот относится, если есть уже свой бизнес, нужно ли иметь свой бизнес, чтобы принять участие, чтобы записаться в программу, или нужно именно начинать его? В программе могут принимать участие начинающие предприниматели, то есть индивидуальные предприниматели со стажем не более 3 лет. Для физических лиц, то есть для остальных категорий граждан, даже для самозанятых, уже категория стажа не подразумевается. Это может быть любой гражданин, любое физическое лицо, как мы их называем, да, которое вот хочет, может быть, в будущем стать предпринимателем. То есть вот думает, да, я вот могу, кто-то из нашей семьи может, даже подросток, наверное, член многодетной семьи думает, а вдруг я стану предпринимателем, и вот в течение 5 дней он может... Понять это. Да, конечно. У нас были, что учились подростки 15-16 лет вместе с мамами. То есть нет ограничений? Нет ограничений, по сути дела. И тем более победитель получает грант 150 000 рублей как поддержку на старте развития собственного дела. Супер. А, Надежда Александровна, тяжело ли работать вместе с близкими, вести бизнес с семьей? Вот как решаются какие-то спорные моменты, которые наверняка возникают? Все-таки это ведь бизнес. Ага. Ну, конечно, обязательно там есть свои сложности, но мы пытаемся как-то это все время регулировать, разговаривать, вовремя планировать свои дела. У нас все вовлечены в семье, там у нас 4 детей, из которых старшая дочка является, ну, как бы моим помощником-дизайнером по рисункам на графическом планшете, там отрисовывает мне логотипы и так далее.
Муж является вообще, там начал с поставщика, да, сейчас вышивальщик. Сменил несколько профессий. Да, а младшие 2 сына, они вообще с модели с рождения, амбассадоры нашего проекта. Они используют по назначению продукт. Ну так вот, работаем, пытаемся как-то все регулировать, все спорные моменты вовремя. Здорово. Анна Ильинична, пожалуйста, подскажите, когда откроется следующий набор и как можно подать заявку? Очень хороший вопрос. Я приглашаю наши многодетные семьи принять активное участие в образовательной программе. Она проводится только 1 раз в год, поэтому надо успевать. Заявку можно подать на нашем портале «Мой бизнес 14.рф» русскими буквами, либо обратиться в Улусах к нашим коллегам, представителю центра «Мой бизнес», либо позвонить на нашу горячую линию и сказать, что вот я хочу подать заявку. А так анонс с ссылкой на регистрацию размещен на нашем портале «Мой бизнес 14.рф». Большое спасибо за доступную полезную информацию. Что ж, вот и подошел к концу наш сегодняшний утренний эфир. Мы рады, что вы встречаете утро вместе с нами. Какая бы ни была погода на улице, помните, что наше с вами настроение всегда зависит только от нас самих. Желаем всем отличного дня, достижения целей, больше позитива. Увидимся, как всегда, завтра в это же время на «Утро Якутии». Всем доброе утро! Всем доброго утра! Спасибо, что были с нами.